урок! Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока – дары нашей Земли. Сегодня на уроке познакомитесь с плодородными землями Кыргызстана. Вспомните, что такое овощи и что такое фрукты. Узнаете, что выращивают в нашей стране. Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг. Небо светло-голубое, солнце светит золотое, ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, человек и время года. Это все вокруг природа. Нашу родину называют солнечным Кыргызстаном, потому что наша земля щедро освещается солнцем. Земля у нас плодородная, богата водными запасами. Поэтому в Кыргызстане произрастает множество самых разных овощей и фруктов. С большим удовольствием мы едим плоды матери земли, овощи, фрукты, ягоды. Да еще заготавливаем их на зиму, запасаемся витаминами. Ребята, а вы знаете, что такое витамины? Послушайте одну историю. В давние времена, когда люди не знали этого слова, моряки, вышедшие в дальнее плавание, заболели неизвестной болезнью. Сильные, здоровые матросы внезапно ослабели. Начиналось кровотечение из десен и выпадение зубов. Но когда они возвращались на берег, начинали употреблять в пищу зеленый лук, капусту и другие овощи, они излечивались от этой болезни, которая называлась цинга. Оказалось, что в таких продуктах, как мука, рис, мясо, не хватало неизвестного вещества. Ученые выделили это вещество и назвали его витамин. С тех пор люди узнали, что необходимые организму витамины имеются в овощах и фруктах. Но к весне запасы заканчиваются. Снова хочется поесть свежих огурцов и помидоров, черешни, вишни, смородины. Давайте разберемся, что мы называем фруктами, а что овощами. Фрукты – это плоды абрикоса, вишни, груши, алычи, граната, ореха и других растений. Для того, чтобы получить плоды, сначала нужно посадить саженцы, поливать их. Без воды растение засохнет. Через 3-4 года саженец превратится в большое дерево. Яблони, абрикосы, вишни, персики весной покроются красивыми белыми и розовыми цветами. Через некоторое время цветы опадают. На их месте появляются маленькие зеленые горошинки. Какого вкуса незрелые плоды яблони, урюка? Правильно, кислого. Постепенно они начинают краснеть, желтеть, а летом или к осени
созревают и превращаются во вкусные плоды. Такие деревья называются плодовыми. К овощам относятся морковь, капуста, картофель, лук, редька, репа, помидор, огурец и другие. Они не такие сладкие, как фрукты. В пищу мы употребляем клубни картофеля, корешки свеклы и моркови, репы, редиски и редьки, плоды помидора и огурца, листья капусты. Каких только видов овощей и фруктов нет на свете. Многие из них человек выращивает. Овощные культуры выращивают в основном в Кодамжайском районе Баткенской области и Иссык-Кутском районе Чуйской области, в Джалалабадской области, меньше в Волжской и Таласской областях. Картофель и капусту и другие корнеплоды выращивают в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Картофель – одна из важнейших продовольственных и технических культур. Стебли картофеля достигают высоту 50-60 см, немного ветвятся. Кроме зеленых стеблей с листьями, растущих над землей, у картофеля имеются еще и подземные стебли. В середине лета картофель цветет белыми, розовыми или лиловыми цветками. После отцветания образуется плод, ягода с многочисленными семенами внутри. Плоды ядовиты. В пищу употребляют клубни. Клубни картофеля – очень ценный пищевой продукт. Из картошки готовят множество блюд. Кроме того, из нее извлекают пищевой крахмал, без которого нельзя приготовить кисель и другие блюда. Крахмал и патока употребляются в пищевой и кондитерской промышленности. Послушайте немецкую сказку про огурец и капусту. Давным-давно огурец и капуста были неразлучными друзьями. Однажды они пошли купаться на озеро. Огурец тут же прыгнул в воду. Пока капуста сняла свою одежду из 90 слоев, солнце село. Огурец ждал долго свою подругу в воде и сильно замерз. От холодной воды его тело покрылось пупырышками. Вот почему огурец такой пупырчатый. В Чуйской области Кыргызстана находится центр сахарного производства в стране. Здесь выращивают сахарную свеклу. Сахарная свекла – основная культура для получения сахара. Она является также высокопитательной кормовой культурой. Сахарную свеклу убирают осенью, когда начинают засыхать листья. Делают это свеклоуборочными комбайнами, которые выкапывают корнеплоды, очищают их от ботвы и укладывают в кучи. Повсеместно на всей территории Кыргызстана развито садоводство. Выращивают разнообразные виды и сорта фруктов. Для садоводства заняты территории, непригодные для других культур. Что можно делать с овощами? Овощи способны возбудить аппетит. Некоторые овощи употребляют в пищу
в сыром виде. Но чаще всего для приготовления пищи овощи варят, тушат, жарят или запекают. Для хранения овощей используют консервирование, соление, маринуют, замораживают и сушат. В Кыргызстане выращивают и собирают урожаи пшеницы, ячменя, риса, проса, кукурузы. Поля, на которых они растут, называются хлебными нивами. Зерновые культуры выращиваются в республике на поливных и богатых землях. Подавляющая часть зерновых культур, выращиваемых в Кыргызстане, пшеница, ячмень, кукуруза. Кроме них сеют овес, горох, проса, рис, рожь. Хлопок или хлопчатник растет не везде, но все мы его хорошо знаем, потому что часто надеваем вещи, сделанные из хлопка. Приходилось ли тебе видеть бескрайние ровные поля, засаженные красивыми кустами с белыми бутонами? Это хлопковые поля. Хлопок выращивают в Орской, Баткенской и Джалалабадской областях. Хлопкоробы – выносливые и очень трудолюбивые люди. Несмотря на жару, они трудятся в поле, пропалывают хлопковые посевы, прорежают, поливают. Осенью хлопок собирают. Образуются огромные белые горы хлопка. Затем его привозят на хлопкоочистительный завод, где очищают от семян. В чигите, в семенах хлопка, содержится много масла. Хлопковое масло мы используем для приготовления пищи. Из хлопкового волокна придут нити, из нитей ткут ткани. Ткани красят в различные цвета и шьют из них одежду. Осенью нужно подготовить землю на полях и огородах к зиме. Перед весной земля должна отдохнуть. Ее перекапывают и вносят полезные вещества, удобрения. И делают это именно под зиму, чтобы подготовить землю к весенней посадке и следующей осенью собрать хороший урожай. Наш урок подошел к концу. Вспомните, что такое овощи и что такое фрукты. Где выращивают зерновые культуры? Что делают из хлопка? Когда землю готовят к новому урожаю? Узнайте у родителей, что люди еще делают осенью для следующего урожая. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч.